Привет, друзья! На этой неделе в среду, 26 октября, посол США в Молдове Кент Локсдон объявил о том, что казначейство Соединенных Штатов Америки наложило санкции на Владимира Плохотнюка и Илона Шора. Влад Плохотнюк попал под действие глобального акта Магнитского. Акт Магнитского, как вы знаете, был принят в США в 2012 году. На основании этого закона вводятся персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и верховенства права. Этот закон был назван в честь Сергея Магнитского, раскрывшего крупную коррупционную схему в России и скончавшегося в российской тюрьме от пыток. Изначально закон был направлен против тех, кто причастен к смерти Сергея Магнитского. В 2016 году Конгресс США расширил действие закона Магнитского на все страны мира. Под этот закон сейчас попал Влад Плохотнюк. В пресс-релизе казначейства США говорится, что санкции в отношении Влада Плохотнюка, среди прочего, наложены в связи с тем, что он коррумпировал молдавских чиновников, использовал чиновников для того, чтобы коррумпировать других чиновников и захватил государственные и экономические институты Республики Молдова. Мое внимание в пресс-релизе казначейства США привлек один, но далеко не единственный эпизод. В нем говорится следующее. Плохотнюк контролировал судебную систему и использовал молдавские суды для манипулирования и признания недействительными выборы мэра Кишинева в 2018 году. В другом случае Плохотнюк закрыл избирательные участки в районах, где его партия демонстрировала плохой результат. Илон Шор включен в санкционный список США за вмешательство в выборы в Республике Молдова в интересах Российской Федерации. В пресс-релизе казначейства США говорится, что при посредничестве Игоря Чайки была создана коалиция между Илоном Шором и Игорем Додоном. В обмен на обещание российской поддержки Чайка получил от Шора и Додона гарантии изменения молдавского законодательства, в которых заинтересована Россия. Одной из таких гарантий была попытка передать контроль за молдавским СИБом от президента к парламенту. Эти поправки коалиция социалистов и партии Шор внесла 3 декабря 2020 года. Это было сделано менее чем через месяц после избрания Майи Санду на должность президента. Товарищи, очевидно, готовились к возможным парламентским выборам, или к предотвращению сценария распуска парламента. Удар был нанесен по полномочиям президента, которых и так мало. Позже, как вы знаете, эти поправки были признаны неконституционными. Игорь Чайка – это сын Юрия Чайки, члена Совета Безопасности России и фигуранта санкционного списка США. Игорь Чайка имеет бизнес в Приднестровье и открыл там майнинговую ферму, которую снабжает электричеством молдавская ГРЭС за счет газа, который поставляет на левый берег Днестра Молдова-Газ по поручению Газпрома. А долг за этот газ ложится на плечи Республики Молдова. По данным казначейства США, Кремль использовал фирмы Чайки для прокачки денег на нужды подконтрольных России партий в Республике Молдова. Часть из этих денег шли на взятки и мошенничество на выборах. В пятницу, через 2 дня после объявления о санкциях в отношении Плохотнюка и Шора, Washington-Post выпустил расследование под названием «Служба безопасности России работает над свержением прозападного правительства Молдовы», в котором демонстрирует связи Додона и Шора с ФСБ. Документы, на которые ссылается Washington-Post, показывают, что даже после поражения, которое терпит Россия на поле боя в Украине, Кремль не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове и продолжает вкладывать десятки миллионов долларов в молдавских политиков, которые обещают снести прозападное правительство. Как пишет Washington-Post, ФСБ направила группу российских политтехнологов для консультирования партии Шора. ФСБ также курировала сделку, в рамках которой один из российских олигархов приобрел аэропорт, один из основных активов Шора. По данным Washington-Post, с 2016 года операциями ФСБ в Молдове руководит Дмитрий Милютин, генерал-майор ФСБ, начальник департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ. Та самая служба, которая обеспечивала информацией российское военно-политическое руководство России перед полномасштабным вторжением в Украину. Та самая служба, которая докладывала Путину, что украинцы будут встречать российские войска с цветами. Большую часть своего пребывания на этом посту Милютин работал через Игоря Чайку в связи с Молдовой. Из документов украинской разведки Милютин общался с Чайкой более 6 тысяч раз в период с декабря 2020 года по июнь 2022 года. Чайка никогда не скрывал своих тесных связей с Додоном.
У брата Додона и Игоря Чайки был совместный бизнес в России. Чайка является послом связанной с Кремлем бизнес-ассоциации «Деловая Россия». После того, как Додон формально оставил руководство социалистической партии, он был назначен председателем Молдо-Российского делового союза, который создала в Молдове связанная с Кремлем «Деловая Россия». По данным Washington Post, ежемесячная зарплата Додона в должности руководителя Молдо-Российского делового союза составляет 29 016 долларов США, плюс ежемесячная премия в размере 14 508 долларов. Интересно, за что ему платят премию? В санкционный список США попали и другие лица, граждане России, за вмешательство в выборы в Республике Молдова в интересах Российской Федерации. Часть из этих людей фигурирует в расследованиях проекта «Райс Молдова» под названием «Кремлинович». Стоит несколько слов сказать об этом расследовании по двум причинам. Во-первых, данные казначейства США подтверждают информацию, которую в своем расследовании Кремлинович обнародовали журналисты проекта «Райс Молдова». Расследование Кремлинович было проведено еще в 2020 году. Во-вторых, это расследование обличает людей, связанных с Кремлем и действовавших, а я думаю и продолжающих действовать в интересах Кремля на территории Республики Молдова и взаимодействовавших с людьми из санкционного списка США. Эти люди не попали в санкционный список США, но не исключено, что могут туда попасть в случае определенного развития ситуации. Кремлинович – это общее название для серии журналистских расследований, проведенных Райс Молдова в партнерстве с Центром Досье. Проект Кремлинович опирался на архивы Чернова, генерала службы внешней разведки России и начальника управления президента Российской Федерации по международным и культурным связям с зарубежными странами. В этом управлении есть так называемый молдавский отдел. Понятное дело, что в этом отделе работают в основном сотрудники российских спецслужб. В проекте Кремлинович в него входит несколько расследований. Одно из них под названием «8 друзей Додона» о том, как окружение Додона взаимодействовало с группой политтехнологов из России. В число политтехнологов, консультировавших партию социалистов в нескольких избирательных кампаниях входят Юрий Гудилин, бывший офицер ФСБ, а также Ольга Грак и Леонид Гонин. Все трое включены в санкционный список США. Эти люди были замечены в штабах социалистов на выборах президента 2020 года, когда Додон пытался переизбраться, но не смог переизбраться в президенты. И на выборах мэра муниципия Кишинев в 2019 году, когда избирали Иона Чубана. Среди социалистов, взаимодействовавших с российскими политтехнологами из санкционного списка США, по данным Райс Молдова, были Александр Односталко, Влад Бетринча, Василий Боля и Богдан Сырди. Кстати говоря, Александр Односталко в 2019 году на выборах Башкана Гагаузии убеждал одного из председателей участкового избирательного бюро держать участки открытыми после 21:00, когда все участки должны быть закрытыми. В 2019 году Ирина Влах переизбралась с результатом 92%. Тогда, если вы помните, 40% избирательных участков работали без всяких на то причин практически до 10 часов ночи, чтобы обеспечить необходимую явку в 50%. В обратном случае надо было бы проводить повторное голосование. И в нарушение законодательства эту явку обеспечили, продлив работу 40% избирательных участков до 10 часов ночи. Думаю, что и в этом случае без российских политтехнологов из санкционного списка США не обошлось. Также среди тех, кто взаимодействовал с российскими политтехнологами из санкционного списка США, был небезызвестный в Гагаузии Виталий Драганча, который до июля 2020 года был советником премьер-министра Молдовы Иона Кику, а потом некоторое время был внештатным бесплатным советником Ирины Влах. Драганчу называют связующим звеном между Ириной Влах и Ионом Кику. Кику можно часто видеть на мероприятиях в Гагаузии, хотя непонятно, какое отношение он имеет к Гагаузии. Разве что является политическим партнером Ирины Влах, хотя к Гагаузии это никак не относится. В расследовании Кремлинович также входит статья под названием «Кремлевские инструкции для молдавских политиков». Фигурантами этого расследования являются бывший башкан Михаил Формузал, нынешний глава администрации Камрадского района Иван Топал, действующий спикер Народного собрания Дмитрий Константинов и бывший начальник управления экономического развития Гагаузии Виталий Крюкчу. В архиве Чернова, который стал основой для расследования Кремлинович, фигурировали копии их паспортов и объективки на них. Кроме того, в архиве Чернова хранятся отчеты
негласных бесед с депутатами из Гагаузии, в которых они заверяют Москву в своей дружбе и просят оказать поддержку в борьбе с конкурентами на выборах различного уровня. В статье «Райс Молдова. Кремлевской инструкции для молдавских политиков» также фигурирует башкан Гагаузии Ирина Влах, которая получала инструкции из так называемого молдавского отдела Кремля перед выборами башкана в 2015 году. Например, в начале своей башканской кампании в 2015 году на пресс-конференции, где Ирина Влах объявляла о своем самовыдвижении на пост башкана Гагаузии, она зачитала текст, отредактированный в так называемом молдавском отделе Кремля. Вот отрывок этого текста и этого выступления. Уважаемые жители Гагаузской автономии, Палы Досла, Гагаузия находится на пороге судьбоносного выбора. От нового башкана во многом будет зависеть не только характер и темп развития нашей автономии на ближайшие 4 года, но и стратегическая перспектива Гагаузии и Молдовы в целом. Мы сделали свой выбор на референдуме 2 февраля 2014 года. Теперь от нас, от каждого избирателя зависит, сможем ли мы воплотить волеизъявление народа Гагаузии в жизнь или позволим кишиневским евроинтеграторам завести нас и всю страну в тупик. Моя позиция всем хорошо известна. Процветающая Гагаузия и независимая Молдова превыше всего. Посмотрите это выступление, рекомендую, там много интересного говорила Ирина Влах. В основном о необходимости налаживать связи с Россией и критиковала проевропейский вектор Республики Молдова и договор об ассоциации с Европейским Союзом. Сегодня, конечно, Влах пытается предстать всей такой проевропейской, но я думаю, это всего лишь образ. О ее связях с Россией свидетельствует ее дружба с Драганчей и Ионом Кику. А самое главное, свидетельство – это отсутствие осуждения российской агрессии. Это очень громкое и красноречивое молчание с ее стороны. Завершая тему расследования Кремлиновича и одной из его статей «Кремлевские инструкции для молдавских политиков», следует напомнить, что по данным этого расследования Игорь Додон в должности президента страны согласовывал с так называемым молдавским отделом Кремля свою речь на Мюнхенской конференции в 2019 году, конференции по безопасности. Что означают санкции США? В узком смысле этого слова попадание под санкции США означает ограничение в получении американской визы и конфискацию имущества и активов фигурантов санкционного списка на территории Соединенных Штатов Америки. Но это всего лишь верхушка айсберга. Больнее всего бьют вторичные санкции. Вторичные санкции касаются лиц и компаний, которые находятся за пределами юрисдикции США, за сотрудничество с лицами из санкционного списка. Самым больным является ограничение доступа к банковским счетам и корреспондентским счетам в долларах США. Иными словами, лица, попавшие под вторичные санкции, не могут осуществлять операции в долларах США, а значит осуществлять международные валютные операции. Как правило, санкции, которые вводят США, впоследствии вводят и другие демократические страны, в том числе и Европейский Союз. Это однозначно ограничит финансовые потоки преступного молдавского братства. Но самое главное, это четкий сигнал, что эти люди стали изгоями, и с ними лучше не иметь дела. Примечательно то, что на фоне новости о включении Плохотнюка и Шора в санкционный список США появилось интервью то ли Мараль с Платоном, то ли Платона с Мараль. Там черт разберет, кто кого интервьюировал. Появилась даже рецензия сексолога на это интервью. Осталось, чтобы рецензию к нему дали проктолог и гинеколог. Сегодня также появилось и интервью Плохотнюка изданию «Трибуна». В этом интервью он анонсировал возвращение в политику. Это интервью полно нападок Плохотнюка в адрес Майи Санду. Это очень похоже на попытку сбить информационную волну от новости про санкции. Где-то мы это уже видели. Примерно также сбивалась информационная волна про новость о том, что журналисты-расследователи нашли несколько вилл Плохотнюка в Швейцарии и Франции на берегу Женевского озера и в Альпах. Эта новость осталась незамеченной, потому что тогда же случилась та самая высылка турецких преподавателей, которая еще долго будет пятном позора на нашей стране.
Я даже помню, как Наталья Мораль еще до ее каминг-аут с Вячеславом Платоном ездила по стране и рассказывала людям, как бороться с пропагандой. Пример с турецкими учителями был у нее одним из основных примеров манипуляций общественным мнением и подавления информационных волн, неугодных для тех, кто контролирует или обладает большим влиянием на информационное пространство. На этот раз, очевидно, попытка подавить информационную волну, связанная с введением санкций в отношении Плохотнюка и Шора, не удалась. Более того, сегодня Washington Post опубликовал расследование о связях Шора с спецслужбами России и зарплате, которую получает Игорь Додон в должности председателя Молдо-Российского делового союза. Информационная волна пошла, ее не остановить. Тролли преступного братства в унисон начали писать о том, что санкции США в отношении Плохотнюка и Шора показывают, что Санду слаба, намекая на то, что без поддержки США она не удержится у власти. Извините, господа, но Майя Санду и страна в целом имеют дело с организованной преступной группой или преступным синдикатом, который финансирует и всячески поддерживает путинский режим, который по сути является террористическим. С воздействием такого вурдалака не могут справиться даже страны посерьезнее Республики Молдова. Те, у которых гораздо более серьезные достижения в вопросах борьбы с коррупцией и даже в вопросах обеспечения национальной безопасности, например, как Германия. Даже такие страны очень уязвимы перед такими преступными союзами, не говоря о Молдове. Мы не имеем дела с банальной коррупцией. Нет, мы имеем дело с очень хорошо организованным преступным синдикатом, который поддерживает террористический режим, развязавший крупнейшую войну со времен Второй мировой. И эта война прямо сейчас идет у наших границ. Путинский режим вкачивает в этот синдикат десятки миллионов долларов, которые идут на взятки, протесты и дестабилизацию ситуации в стране. Молдова со всеми своими проблемами просто не в состоянии самостоятельно справиться с такими вызовами. Кто-то может возразить, сказав, что если бы работала система правосудия, то эти люди сидели бы в тюрьме и не создавали бы проблем Республике Молдова. Ну, во-первых, эти люди, я имею в виду Плохотнюка, Шора и другого члена этого синдиката Вячеслава Платона, бежали из страны тогда, когда они влияли и контролировали, если не все, то очень многое в этой стране. И даже сейчас они сохраняют высокую степень влияния на деятельность государства через судей, прокуроров и государственных служащих, которых расставили на различные должности в течение десятилетий. И, допустим, Майе Санду и ее команде магическим образом удалось бы за очень короткое время реформировать судебную систему. Нет гарантий, что весь этот преступный синдикат удалось бы посадить в тюрьму, потому что эти люди не находятся в стране, они вне досягаемости молдавского правосудия. А что делать с Россией, которая наплодила здесь кучу агентов влияния? С другой стороны, система юстиции не реформируется в одночасье. Я уверен, что никто не хочет, чтобы Майя Санду в ручном режиме начала чистить систему правосудия. Нашлось бы очень много обеспокоенных такими действиями президента. Даже очистка системы должна проходить по понятным правилам и критериям. Эти правила и процедуры сейчас внедряются. Это требует времени. Сейчас внедряется процедура приветинга, то есть очистки органов самоуправления, прокуратуры и судов, Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. Дальше последует система ветинга, уже непосредственная проверка и очистка системы прокуратуры и судов. Это все требует времени. Коррумпированная система, с которой мы имеем дело, выстраивалась десятилетиями. Я уверен, что это время Молдове обеспечат партнеры по развитию, имеется в виду время для очистки системы. И еще раз повторюсь, и даже если бы удалось бы реформировать судебную систему за такой короткий период у Молдовы, все равно не было бы шансов в одиночку противостоять этому международному преступному синдикату, поддерживаемому путинским режимом. Понятно, почему это нужно России. Не потому, что Путин заботится о благосостоянии граждан Республики Молдова. Ему на россиян плевать, а на нас тем более. Ему нужно установить антиевропейский, антизападный и антиукраинский режим в нашей стране, чтобы создать как можно больше проблем Украине. Членам молдавского преступного синдиката нужно вернуть контроль над экономикой Республики Молдова и государственными институтами, чтобы прекратить уголовные преследования и продолжить обогащаться. Жизнь в бегах стоит очень дорого, а они привыкли жить на широкую ногу. Как бы кому-то не хотелось вернуть Молдову обратно в лоно
влияния России и под контроль преступного синдиката, думаю, этот поезд уже уехал. Это не просто внутренний политический вопрос Республики Молдова. Это вопрос региональной безопасности и противостояния путинской агрессии. Никому не нужен пропутинский режим в тылу у Украины. Он не нужен ни нам, ни нашим соседям, ни нашим партнерам. Желаю вам спокойной ночи, друзья, а упырям из преступного синдиката не расслабляться.